В эфире телеканала «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Гость программы сегодня председатель Госсобрания Илтумен Алексей Ильич Еремеев. Поговорим о главных итогах весенней сессии Республиканского парламента, о планах по повышению эффективности работы парламента и первоочередных задачах в осеннюю сессию. Алексей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кратко об итогах весенней сессии. Основной итог нашей весенней сессии – это, конечно же, внесение изменений в основной закон нашей республики. Мы его приняли как раз в весеннюю сессию. Была подготовлена инициатива народных депутатов республики. Она включала те изменения, которые возникали у нас в соответствии с теми поправками, которые были внесены и в наш основной закон Российской Федерации, а также с теми вопросами, которые ждали своего решения еще буквально десятилетиями. В том числе и вот по статусу правительства Республики Саха-Якутия. Мы его успешно приняли, эти изменения вступили в силу. Я считаю, что это основной итог весенней сессии парламента республики. А вот по вашему видению, как будет повышаться эффективность деятельности парламента? Эффективность деятельности парламента, я в своем выступлении, когда меня мои коллеги избирали председателем Государственного собрания, в целом сказал, что необходимо сделать для того, чтобы в рамках действующего созыва, 6-го созыва, нам повышать эффективность. Во-первых, это, конечно же, работу комитетов нам нужно будет улучшить. Я привел статистику, согласно которому 15 нормативных документов, которые рассматривались на пленарном заседании, они были отклонены. По примеру, если возьмем 3-й, 4-й, 5-й созыв, там 3, 4, 5 нормативных проектов закона отклонялись. А сейчас прошло всего 2,5 года этого созыва, половину пути пройдено, и уже мы в разы это увеличили. Это говорит о том, что каким образом мы готовим данные документы. Первое. Второе, это, конечно же, нам нужно будет эффективнее взаимодействовать с правительством Республики Саха-Якутия в части подготовки данных нормативных актов. И третье, конечно же, нам нужно будет активизироваться в части федеральной повестки. Вот вы сказали, что необходимо синхронизировать работу с правительством. Что будет сделано? Оно уже делается. Мы провели очную встречу руководства парламента, представителей комитетов со всем составом правительства Республики Саха-Якутия, на котором договорились о том, до 15 сентября нам нужно будет создана рабочая группа. Эта рабочая группа подготовит нам проекты внесения изменений в регламенты Государственного собрания и правительства Республики Саха-Якутия. Мы должны здесь быть одинаковыми, потому что сроки внесения документов, их сроки рассмотрения документов, проектов закона должны быть, во-первых, идентичными. Во-вторых, мы со своей стороны, со стороны Государственного собрания Илтумен, идем на существенное сокращение форм работы парламента, таких как правительственные часы, круглые столы, парламентские слушания. Но требуем от правительства, чтобы, во-первых, подготовка к этим мероприятиям была очень тщательной и со стороны правительства, и со стороны Госсобрания. Во-вторых, присутствие первых лиц правительства на этих мероприятиях парламента должно быть обязательным. И в-третьих, по тем рекомендациям, которые будут приниматься по результатам этой работы, они должны неукоснительно выполняться. Алексей Ильич, вы также говорили о необходимости усиления законотворческой работы с муниципалитетами. Эта практика показывает, что за почти 3 года работы 6-го созыва было внесено только 2 законопроекта муниципального образования. Хотя мы все прекрасно знаем, что представительные органы всех муниципальных образований, будут районного уровня и низового уровня, это сельские поселения, городские поселения, они имеют право законодательной инициативы. Мы же все являемся свидетелями того, что на местах люди высказывают претензии зачастую в адрес властей, говорят, что не учитывается их мнение и так далее. Но при этом они совершенно забывают, что у них есть очень эффективный рычаг, это внесение поправок в действующие
вернее, внесение поправок к проекту законов, вносимого в Госсобрание, а также вообще, в принципе, законодательная инициатива по тому же государственному бюджету Республики Саха-Якутия. Но они этим не пользуются. Вот в этой связи я обращаясь ко всем представительным органам муниципальных образований, главам муниципальных образований, эффективнее используйте данный инструмент свой, который ваше конституционное право, оно прописано в основном законе нашей республики. Ну и во-вторых, с точки зрения с нашей стороны, со стороны Государственного собрания, вся необходимая методическая помощь будет, методическая правовая помощь будет дана. Вот как предполагается улучшить работу с федеральными законодателями? Ну, с федеральными законодателями в целом то, что мы здесь совершим какие-то большие прорывы, иллюзий строить не надо. Это очень такая трудоемкая, каждодневная, кропотливая работа. Нужно будет по тем законам, которые уже работают, и где нужно нам соблюсти интересы Республики Саха-Якутия, чтобы не только как национальной республики, но и территория, которая живет на Дальнем Востоке, территория, которая находится на Крайнем Севере с экстремальным климатом, потому что Россия большая, разная, и чтобы эти законы были применимы к нам более лучше, мы должны совместно с органами исполнительной власти буквально каждодневно доказывать в стенах Государственной Думы, в стенах комитетов Государственного Федерального собрания наши инициативы. И эти инициативы, в принципе, они обсуждаемые. Тот же пример по внесению поправок в закон о дальневосточном гектаре показывает, что федеральный центр прислушивается к нам, и, в принципе, если эту работу мы построим должным образом, то здесь можно много чего добиться. А какие главные первоочередные задачи ставите перед парламентским корпусом в осеннюю сессию? Ну, в осенней сессии первейшие задачи — это нужно нам принимать пакет законов в соответствии с изменениями в основной закон Конституции нашей республики. Это касается и конституционных законов, о Государственном собрании Республики Саха-Якутия, о главе Республики Саха-Якутия, о правительстве Республики Саха-Якутия. Там должны быть внесены изменения, да, причем достаточно большие. Много будут изменений в социальных законах нашей республики, потому что они предполагаются, опять-таки, в связи с внесением изменений в основной закон. Все это нам предстоит сделать в осеннюю сессию. Алексей Ильич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. А я напомню, гостем студии сегодня был председатель Государственного собрания Республики Илтумен Алексей Ильич Еремеев. Оставайтесь с нами.